Выражаем дань глубокого уважения воинам-интернационалистам, живым в памяти погибших. Они сражались за то, чтобы наступил мир на афганской земле, чтобы эта отсталая страна шагнула из своего XIV века в век XX, чтобы Афганистан стал благополучным государством. К сожалению, это не удалось, но в этом нет вины солдат и офицеров ограниченного контингента, ни живых, ни павших. Борис Тукенович Керимбаев родился 12 января 1948 года в Алматинской области. Легендарный участник афганской войны, командир 177-го отдельного отряда спецназа ГРУ, отставной полковник по прозвищу Кара-майор, был ключевым участником операции в Панджшерском ущелье. Это длинное 120-километровое горное ущелье – главная транспортная артерия душманов. Батальон, которым командовал майор Керимбаев, был прозван мусульманским, так как сформирован был из представителей азиатских национальностей. Без таджиков, как без переводчиков с Дари и Пушту, практически не обходилось ни одно боевое подразделение. В сентябре 1981-го отряд спецназначения был направлен в Афганистан. Батальон Керимбаева перекрыл всяческое движение по Панджшерскому ущелью. Он сковал действия в формировании полевого командира Ахмадшаха Масуда на протяжении 9 месяцев, несмотря на их численный перевес. За голову Кара-майора Ахмадшах предлагал $1 миллион, но в итоге был вынужден заключить перемирие с советскими войсками. Кара-майор стал первым среди командиров, чьи боевые потери остались наименьшими. В конце 1983-го Керимбаев сдал должность командира отряда и был направлен в Среднеазиатский военный округ. Демобилизовался из армии в 1992-м, занимался общественной деятельностью. Кара-майор всего несколько дней не дожил до 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.